Петр Захаров. Немногие из современников догадываются, что лермонтовский Мцыри – один из самых ярких и любимых персонажей отечественной классики по национальности чеченец. Для Белинского он – пленный мальчик-черкес. Черкесами тогда часто называли всех горцев. У Шевырева – чеченец, запертый в келью монаха. Сам Лермонтов нигде в тексте поэмы об этом определенно не говорит, но по ряду деталей можно все-таки судить и о национальной принадлежности героя. Вспомним сцену поединка с барсом и слова Мцыри. «Как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков». Все это замечательно перекликается со строками Илли, чеченской героической песни «Мы родились той ночью, когда щенилась волчица, а имя дали утром, под барса рев заревой». Прообраз героя поэмы Михаила Лермонтова Мцыри, чеченский мальчик, воспитанный в России и ставший в XIX веке первым и единственным профессиональным художником из чеченцев. Петр Захаров родился в 1816 году в чеченском селении Дади-Юрт и во времена Первой Кавказской войны был вывезен из сожженного ермоловскими войсками селения. Его аул в назидание всей остальной незамеренной Чечни в 1819 году был уничтожен царскими войсками. Упоминание об этой масштабной карательной операции имеется в записках Ермолова. Двор каждый почти окружен был высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из женщин бросались на солдат. Селение состояло из 200 домов. 14 сентября разорено до основания. Облитого кровью трехлетнего ребенка, взятого из рук умирающей матери, солдаты доставили Ермолову, который захватил мальчика с собой в штаб-квартиру корпуса. Об этом потом в поэме Мцыри и упомянул Лермонтов. Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал. Ребенка пленного он вез. Тот занемог, не перенес трудов далекого пути. Он был, казалось, лет 6. Первоначально автор избрал эпиграфом к поэме французское изречение «Родина бывает только одна», но впоследствии заменил его строкой из Библии. Именно так «Родина бывает только одна» и подписывал, уже будучи известным художником и академиком, Петр Захаров свои художественные полотна. Тогда, в 1819-м, маленького пленника Ермолов крестил и передал под присмотр казаку станицы Бороздинской Захару Недоносову, находившемуся при хозяйстве командующего. Позже к казаку попадает и другой сирота, мальчик Лезгин. Имя казака и послужило основой для фамилии двух маленьких пленников. Чеченец стал Петром Захаровым, Лезгин – Павлом Захаровым. До 1823 года Петр находился у Захара Недоносова. Затем его отдали на воспитание двоюродному брату Ермолова Петру Николаевичу, который находился в Грузии и командовал 3-й бригадой 21-й пехотной дивизии. Известно, что в Москве в фонде генерала Ермолова в Центральном государственном архиве в деле номер 182 находится 17 писем, написанных Петром Захаровичем Захаровым. Там же находится и свидетельство за номером 361-00, выданное 25 августа 1823 года в городе Тифлисе командиром Кавказского корпуса генералом Ермоловым о передаче чеченского мальчика, взятого 3 лет от роду в плен в ауле Дадан-Юрт, вариация Дади-Юрт, 17 сентября 1819 года на воспитание генералу Петру Ермолову. Несмотря на то, что у Петра Ермолова было 7 своих детей, он с большой любовью заботился о приемном сыне и сделал все, что мог для хорошего воспитания и образования юного чеченца. Вскоре Петр Ермолов по состоянию здоровья уходит из армии и поселяется в Москве. У Петра рано проявилось влечение к рисованию. Как отмечал приемный отец в письме к своей матери, мальчик, кроме обучения грамоте, рисует все, что попадется под руку. Видимо, будет художник и неплохой. Более 6 лет воспитанника Ермолова обучал на дому портретист Волков. В 1833 году мальчика зачисляют посторонним учеником Петербургской академии художеств. Согласно уставу академии, одаренные дети крепостных крестьян и представители национальных меньшинств зачислялись посторонними учениками. Значительные успехи в учебе уже на 1-м году обучения чеченец был принят на содержание обществом поощрения художников. Его преподавателями были известные русские живописцы, в том числе и знаменитый Карл Брюлов. К этому времени относится и первый юношеский автопортрет Захарова. Молодой художник активно участвует в выставках и получает денежные премии и серебряные медали. В 1835 году за работу «Старуха, гадающая на картах» он поощряется серебряной медалью, а на художественной выставке 1836 года получает высокую оценку критики. 10 августа 1936 года ему выдается аттестат об окончании академии и право почетного потомственного гражданина. С
20 лет Петр Захаров, уже признанный художник, много пишет, выполняя заказы и по собственному выбору становится модным портретистом. Его кисти принадлежит знаменитый портрет Михаила Лермонтова, с которыми они приятельствовали. Известны его работы портрет писателя-историка Муравьева, детей Петра Ермолова, императора Павла I, выполненные по просьбе Петра Ермолова и другие. В 1842 году он получает заказ от Академии художеств на портрет генерала Ермолова, за который в августе следующего года получает звание академика. В том же году он пишет свой знаменитый автопортрет в бурке с ружьем. Все свои картины Захаров подписывает «Чеченец» из Дади-Юрта. Среди его работ также и портрет писателя Муравьева, который хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а портреты поэта Михаила Лермонтова и генерала Ермолова входят в экспозицию Государственного русского музея. Несколько полотен Захарова-чеченца до недавнего времени были представлены и в Грузинском художественном музее. В их числе два его лучших полотна – автопортрет и портрет Ладыженского. К сожалению, в декабре 1994 года музей в Грозном был разрушен. Как и другие экспонаты, полотна Захарова-чеченца сильно пострадали. Однако их, в числе других картин, удалось эвакуировать в Москву. В реставрационном центре имени академика Грабаря в течение уже нескольких лет идет работа по восстановлению картин Грузинского музея, в том числе и работ Петра Захарова. Тоска по далекой и почти забытой родине сильно угнетала художника. С 3 лет, не слышавший родной речи, выросший в русской семье и воспитанный в лоне русской культуры, он упорно выводил всякий раз на законченном полотне: «Чеченец, родина бывает только одна». Одно из писем Петра Захарова, написанное 11 февраля 1842 года генералу Ермолову, даже в сокращенном варианте дает представление о его, судя по всему, одинокой вне семьи жизни. «Ваше превосходительство, милостливейший государь и добрейший мой благодетель Петр Николаевич, драгоценное для меня письмо ваше я получил от 19 января. За упрямство свое перед вами я много наказан. Первое то, что много перенес болезней. Потом, прошедшее лето, меня обокрали почти начисто, а именно шубу, платье, даже чужую мантилью бархатную, взятую для модели портрета, за которой при окончании не смел требовать ничего. Как добрейший мой благодетель, бесчастному везде бесчастно, что я решил попытать счастья в Москве». Императорская академия художеств в свое время направила Захарова и на учебу в Италию для дальнейшего совершенствования мастерства. Однако эта поездка не состоялась. Царь Николай I вычеркнул Захарова из списка. Между тем, стажировка в Италии была бы полезна Захарову и для творческого роста, и для поддержания здоровья. Он с детства страдал чахоткой. На протяжении всей жизни Петра Захаровича преследовала болезнь легких, которая усугублялась нездоровым климатом Петербурга. Умер Петр Захаров очень рано, в 1846 году, в самом расцвете творческих сил и таланта. О его месте в русском обществе живописцев можно судить по высказыванию Брюлова, который считал его вторым после себя портретистом России. Сегодня мы очень мало знаем о знаменитом земляке, однако интерес к его личности и творчеству растет с каждым днем. Сейчас мы можем назвать около 100 подписанных произведений Захарова, тогда как буквально лет 20 назад их насчитывалось едва ли 30. Наверное, не случайно и то, что буквально несколько лет назад Сергеем Тарасовым и Магомедом Бахаевым написана киноповесть «Захар из чеченцев». Эта повесть – рассказ о дружбе замечательного русского художника, чеченца Петра Захарова и великого русского поэта Михаила Лермонтова. В работе над киноповестью авторы использовали материалы произведений Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Мугуева и Шабаньянца. Противоречия и сложная история республики, прослеженная авторами киноповести через странно переплетенные судьбы этих ярких представителей двух народов, дает возможность ответить на вопрос, что объединяло и объединяет две родины великого чеченца. Известно, что в 2006 году Госкино Российской Федерации даже включило в свой творческий план создание художественного фильма по этой киноповести, но, кажется, дело на этом застопорилось и затерялось в чиновничьих кабинетах. Тем не менее, радует, что мы в общих чертах все-таки уже знаем о жизни и творчестве первого профессионального художника из чеченцев, академике Захарове. Можно надеяться, что со временем его замечательные труды и его необыкновенная судьба получат достойное отражение в истории не только Чеченской Республики, но и отечественного искусства.